сердце горной Ингушетии, где несколько дней назад гремели кошки и звенели карабины, сейчас царит сосредоточенная тишина. В лагере Кязи наступил один из самых ответственных этапов – этап оформления отчетов о совершенных восхождениях. Вместо скалометов спортсмены штурмуют сейчас таблицы и карты, ведь от точности и качества этих документов напрямую зависит судейская оценка их подвигов. Экстремалы из Воронежа делятся своими впечатлениями по построению нового маршрута. Среди них Тихон фон Шталькельберг, признанный чемпион мира, многократный чемпион России в различных классах, за плечами которого 380 восхождений. Первая сложность, чего вообще не ожидали, очень вот это обидно было. Просто предательство какое-то, это гравитация. Почему-то вверх было очень тяжело, все тянуло вниз, вес какой-то непонятный. Но на самом деле насчет погоды, конечно, трава вымокла, все было в росе, шли рано утром. И такой чуть-чуть психологический, конечно, удар, что подходим, ноги мокрые у всех троих, просто насквозь. Ребята чуть раньше подошли, пока меня ждали, буквально несколько минут, они уже замерзли, то есть ноги прихватило. Я потом остановился, когда к горе подошел, тоже прихватило буквально почти вот сразу. Эти альпинисты удачно справились со своим заданием. Им осталось ждать судейского решения. Активная фаза восхождений стартовала в минувшие выходные. Команды из Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Москвы, Красноярска, Воронежа, Иркутской области и Северной Осетии вышли на свои маршруты. Всего в рамках чемпионата было пройдено 6 первопрохождений. Один маршрут имеет третью категорию трудности, и целых 5 маршрутов были оценены как крайне сложные с 5-й и 6-й категорией трудности. Это блестящий результат, демонстрирующий высочайший уровень российского альпинизма. Здесь команды из различных регионов, и впечатлили, наверное, в первую очередь команда Питера. Приехала команда одна уже достаточно мастистых чемпионов, занимавших уже первые места на чемпионате России, и команда молодых ребят, несколько команд молодых ребят, которые участвуют в таком формате впервые. Это очень приятно и здорово. И то, как они ответственно подошли к ситуации выбрать новый маршрут, пройти его безопасно. У нас в стране чемпионат в классе первопрохождений проводится в так называемом гибридном формате. Все спортсмены стартовали в альп-лагере, на месте присутствовали судьи, а вот непосредственно оценивают их по правилам заочного формата. Регламент расписан. Мы, как организаторы мероприятия, организаторы чемпионата, приложили максимум усилий, чтобы всем, и организаторам, и участникам, в первую очередь, участникам было понятно, было возможно все это сделать. Но и самое главное и основное, это, конечно же, безопасно. Класс первого прохождения требует высокого уровня подготовки, навыков и опыта. Кязи – гордость горной Ингушетии. В новейшей истории это первый альпинистский лагерь такого высокого уровня. Здесь уже 5 раз проводился чемпионат России по альпинизму в техническом классе и 3 раза в скальном. При этом в Ингушских горах множество неизведанных маршрутов. Все это делает нашу республику идеальной площадкой для проведения соревнований такого уровня. Здесь уже находимся неполных, назовем так, 10 лет. Почти что 10 лет. Первый чемпионат здесь состоялся в 2017 году. Поэтому тут даже, безусловно, этот первый чемпионат уже показал, что здесь потенциал высок. Когда мы сюда приехали, здесь было порядка 10 пройденных маршрутов. И вот за это время, пока мы здесь находимся, вышла уже такая вот книжечка, в которой более 50 новых маршрутов. Имена тех, кто смог проложить лучший маршрут, мы узнаем уже завтра. Судьи скоро приступят к финальной оценке отчетов, и 2 октября станут известны итоги. В этот же день начнется торжественное закрытие чемпионата и награждение победителей, которые вписали свои имена в историю покорения горной Ингушетии. Адам Гулоев, Магаз 24.